Музыкальные композиции ингушских артистов сегодня звучат для почетных гостей, работников Ингушнефти, ветеранов нефтегазовой промышленности, которые посвятили лучшие годы своей жизни на благо и процветание нефтяной отрасли страны. Впервые черное золото в Ингушетии начали добывать в станице Вознесенская в 1823 году ручным способом. Работники черпали ископаемые ведрами из нефтяных колодцев и вывозили для переработки на первый в мире нефтеперегонный завод братьев Дубининых. И вот уже 2 столетия, но уже с новейшим оборудованием черное золото продолжает бить из богатой ингушской земли. Уважаемые земляки, соотечественники, гости, разрешите мне от имени главы республики Кальмата Махмуда Шариповича зачитать приветственный адрес. Уважаемый Умар Юнусович, уважаемые нефтяники Ингушетии, сердечно поздравляем вас с замечательным юбилеем 200-летием ингушской нефтяной промышленности. Эта отрасль одна из старейших и важнейших в российском государстве. Ее история полна славных страниц. Начиная с 1823 года, когда черное золото собирали, используя ведра, и до наших дней, когда применяются автоматизированные технологии добычи. В течение этого периода в нефтяной отрасли трудились многие знаменитые нефтяники, чей труд отмечен высокими государственными наградами и званиями. Сегодня в регионе ведется добыча нефти, выполняется модернизация старого производства, прибавляется фонд действующих скважин. Для нашей республики очень важна деятельность компании ООО «РН Ингушнефть», которая вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. В этот знаменательный день хочу выразить искреннюю благодарность всем работникам и ветеранам нефтяной отрасли Ингушетии, посвятившим свою жизнь нелегкому труду. Ингушнефть является одним из крупнейших бюджетообразующих предприятий в республике, оказывает положительное воздействие на развитие экономики и на социальную сферу. А эти люди изо дня в день трудятся ради наличия черного золота в нашем быту. Нефть в России не случайно называют стратегически важным и ценнейшим сырьем. Благодаря нефти наша страна укрепляет свое влияние в мире. В этот праздничный день особые слова благодарности хочу сказать ветеранам, которые вложили все силы и знания в главное дело своей жизни. Многие из вас и сегодня продолжают трудиться, передавая знания молодому поколению. Всегда приятно встретить праздник в окружении достойных людей, друзей и коллег. Я искренне поздравляю не только нефтяников, но и всех жителей нашей республики. Пусть ресурсы нашей страны никогда не кончаются, тем самым делая нашу профессию всегда востребованной. Сегодня продолжается добыча нефти на Малгобек-Вознесенском, Карабулак-Ачалукском, Заманкульском и Сирноводском месторождениях. Идет активная модернизация старого производства, увеличивается фонд действующих скважин. Компания сейчас переживает интересный период. Мы вновь начинаем программу бурения, Юмар Юнусович его там активно принимает, и в ближайшее время начнем бурить 4 скважины сразу здесь, в Ингушетии. Надеемся, что объем добычи нефти компании «Ингушнефть» увеличится. Хочу также вам сказать, что нефть, которую вы здесь добываете, идет в такие страны, как Индия, Китай и последний танкер аж в Израиль. Так что мы работаем на благо вас, тоже в Москве. С праздником, вы его заслужили. Здесь говорят о большом вкладе ингушских специалистов в нефтяную отрасль и в повышении уровня экономического развития республики. Собравшиеся в зале добытчики черного золота посвятили этому направлению не 1 десяток лет. За плечами собравшихся большой опыт и хорошие результаты как в области добычи, так и в бурении скважин в сложных климатических условиях. Пользуясь случаем, хочу отблагодарить всех тех, кто организовал эту встречу. Большое спасибо, потому что не забыли нас. Какую-то частицу мы тоже внесли. В годы Великой Отечественной работа нефтяной отрасли без преувеличения стала вопросом жизни. Несмотря на ожесточенные бои за Малгобек, наш регион вошел в число важнейших регионов-доноров фронта. Вместе с тем, в 1942 году малгобекские нефтяники были награждены орденом Ленина за снабжение фронта горючим. В ходе Великой Отечественной танки советской армии заправлялись непереработанной нефтью Ингушетии. Наша нефть является самой легкой, самой востребованной нефтью среди регионов Кавказа. Когда мы ездили на Нефтекумск, командировку я ездил именно для заключения договора о поставке даже нефти в Нефтекумск. Вот
Ихал, когда мы занесли эту пробу в Ихал, они были в восторге от нашей нефти. Настолько она легкая и хорошая нефть наша. Впервые День работников нефтяной и газовой промышленности отметили в 1980 году. Встречаться в такой дружной атмосфере для нефтегазовой промышленности стало доброй традицией. В торжественной обстановке добытчикам полезного ископаемого вручили грамоты главы региона, а также присвоили звание почетных работников нефтегазовой промышленности Ингушетии. Муслим Ганиев, Султан Магушков. Новости 24.